За целый век школа номер 2 выпустила не одно поколение. Сегодня здесь соединились эпохи. Нынешние учащиеся встретились с теми, кто десятилетия назад покинул стены учебного заведения. Ахмед Магушков окончил школу еще в 70-м году. Вспоминает он это место с особым теплом и искренне благодарит тех, кто обучал его в те годы. Моим первым преподавателем был Руслан Туганович Холухаев, Тамара Тугановна Мальсагова. Дело в том, что воспитание в этой школе находилось на высшем уровне. Да здравствует столетие. Думаю, что к 200-летию я еще доживу. Это не просто торжественное мероприятие, а теплая встреча детей, учителей и выпускников разных лет. Поздравить школу с юбилеем приехали почетные гости. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, зампред парламента Аза Хашиева, министр образования и науки Ахмед Башир Цароев и другие. Буквально в прошлом году мы в республике отметили с вами столетие создания государственности Республики Ингушетия. А сегодня вот отмечается 100 лет школы. То есть вы понимаете, о чем думал тогда Эдри Зязиков, а что надо готовить умную молодежь. Их надо учить и не только наукам, но и к жизни. Поэтому решите сегодня мне от имени главы Республики Ингушетия Калимата Махмуда Али Макшариповича поздравить всех собравшихся с этим замечательным юбилеем и зачитать приветственный адрес. Вековой юбилей – это эпоха, насыщенная событиями, поколениями выпускников, судьбами учителей и славными традициями. Школа прошла долгий, достойный путь, став неотъемлемой частью истории и не только города, но и всей Ингушетии. Из ее стен вышли тысячи образованных и талантливых людей, которые сегодня вносят весомый вклад в развитие нашей республики и страны. Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за бесконечную преданность избранному делу. Калиматов. 100 лет этой школе, но она чистенькая, аккуратная, так она выглядит хорошо. Мы даже подумали, что здесь капремонт, наверное, проводили. Владимир Владимирович мне говорит. Вот поэтому, вы знаете, мы можем строить очень много школ, и мы строим очень много школ. И неоднократно наш глава республики отмечает. Но самая главная ценность этих школ – это в кадрах. Здесь, в этих стенах, выросли многие поколения учеников, которые с гордостью вспоминают свои школьные годы и те знания, которые они получали здесь. Вы, учителя, вкладываете в душу в каждого ученика, передавая им не только знания, но и важные жизненные ценности. Подарок школе сделал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. От себя лично он передал учебному заведению большой современный телевизор. А дальше творческая программа. Со сцены для гостей праздника выступают ученики школы, которые посвятили песни и стихотворения родным стенам. В их творчестве отражается неподдельная любовь к этому месту. Праздничная программа продолжается. Гости поздравляют друг друга со значимым событием, делятся подарками. Выступающих со сцены ребят поддерживают родители, педагогический состав и представители органов власти. Я возвращаю школу нашу, двери открой свои скорей, стали на год мы старше и чуть-чуть мудрее. Школа хоть и далеко не новая, но для учеников в ней созданы все необходимые условия. Есть библиотека, где учащиеся могут взять различные книги как для учебы, так и для чтения в свободное время, актовый зал, обустроенные кабинеты. Для всестороннего развития детей действуют кружки и дополнительные занятия. 40% учителя наши – это выпускники нашей школы, которые вернулись сюда работать. И сегодня, несмотря на то, что школа старая, конечно, условия у нас не совсем такие, как в новых школах, но тем не менее мы даем хорошие результаты. Все годы, вот с того времени, как запустили ЕГЭ, не было у нас случая, чтобы ученик не получил аттестат. Ежегодно у нас бывают медалисты, поступают в лучшие вузы нашей страны, Москву, Питер и так далее. И за границей даже учатся наши дети. Нынешнее поколение учащихся с любовью отзывается о своем втором доме. На вопрос, хотели бы учиться в другой школе, отвечают уверенно нет. Свою первую альма-матер любят не за современные условия, а за добрых учителей, одноклассников и время, проведенное здесь. Мне она очень нравится, тут очень хорошие учителя, тут все понятно, тут хорошо очень. Наша школа большая очень. Здесь веселые учителя. На русский язык хожу дополнительный, на английский иногда, на математику.
Школа номер 2 была построена в 1925 году. Тогда здесь учились 7 лет. Здание было исключительно одноэтажным, а во дворе стояло еще и медресе. В военные годы школа была преобразована в госпиталь. А в 50-х учебное заведение стало средней общеобразовательной школой. В 1979 году пристроили дополнительный корпус, спортивный зал, столовую. А в 2014 здесь появился первый актовый зал, в котором сегодня и проходят мероприятия. В прошлом же году школе присвоили имя летчика Мурада Аздоева, который когда-то учился именно здесь. Мария Макиева, Магаз 24.